Кавказские студенты в автозаке. Я прошу прощения, я нахожусь в общественном месте и говорить я буду не слишком громко. Итак, кавказские студенты в автозаке. Когда я говорю кавказские студенты, естественно, осетины и армяне не входят в эту категорию. Почему? Потому что я лично считаю их не кавказцами. Они не кавказцы, и вы все прекрасно об этом знаете. Но речь пойдет не об этом. Речь пойдет о дискриминации чеченцев, ингушей, войнахов, войнахских студентов в Москве, а в общем кавказских студентов. Шовинизм в России берет верх. Кавказофобия набирает обороты. Прошу обратить особое внимание тех, кто разделяет или пытается разделить чеченцев и ингушей, войнахов. Для шовинистов, не забывайте, мы все равны. Я прочту вам две статьи, и в период чтения статей я буду комментировать. Итак, студентов из Ингушетии и Чечни избивали резиновыми молотками. Что происходило? Узнав, что среди нас комментируют студенты, узнав, что среди нас есть спортсмены, они начали нас бить сильнее. Ингушские студенты Российского геолого-разведывательного университета задержаны накануне московскими силовиками, рассказали об этом и о другом студенты самого вуза, об избиениях и хищении ихнего имущества. Порядка 50 студентов РГГРУ, 37 из которых ингуши и чеченцы, ранним утром 17 декабря были подняты со своих постелей в общежитии и доставлены в 3 районных отдела полиции по городу Москве. Водворению в отделы полиции предшествовала весть о том, сопутствующий российским силовикам антураж: каски, маски, автоматы, вынос дверей и укатывание всех в пол. Применение спецсредств, избиения, а также хищение материальных средств и имущества студентов рассказали сами пострадавшие студенты. Это беспредел силовиков, это дискриминация, это нетерпимость, и вы об этом знаете прекрасно. «Утро не задалось» называется статья. Силовики в количестве около 150 человек ворвались в 5 часов утра 17 декабря в здание общежития, где проживали около 28 ингушей. Всех их они знали пофамильно, искали адресно и, находя, выводили в коридор и укладывали лицом в пол. Некоторых прежде избивали, рассказывали сами студенты. Меня, брата и 2 друзей моих не били, рассказывает студент. Нас провоцировали, но мы не оказали сопротивления и нас не тронули. На нас наступали, матерились, чтобы мы проявили хоть какое-то действие и предприняли против них попытку обороны. Рассказывает один из студентов Ильяс. Фамилии студентов я не буду называть, мы заранее с вами договоримся. Студентам со 2-го и 3-х этажей повезло меньше, говорит очевидец. К ним зашли сразу же в комнаты и начали избивать. 3 студентов, Беслан, Мусор и Ислам, как только открыли им дверь, силовики со словами «лежать, сука» ударили Ислама в лицо, затем сразу же скрутили руки за спину, дальше начали оскорблять и избивать Беслана и Мусора. Среди них еще был старший брат Ислама, Мухаммад. Они спросили, есть ли среди вас спортсмены. И когда тот ответил, что среди них есть спортсмены, они со словами «сука, значит вы все, к тому же и здоровые, и спортсмены», и начали их избивать все сильнее и сильнее, рассказывает Ильяс. Это до боли мне известная картина. В начале 90-х, после распада СССР, это началось не вчера, не сегодня, не позавчера, это началось уже давным-давно. После распада СССР в 1990-х годах в Центральной России, взять, к примеру, Белгородскую область, город Белгород,
Когда я находился там, я не в качестве студента там находился, там проходили те же самые рейдовые мероприятия, ничего не изменилось. Абсолютно ничего, все точно так же и осталось. То же самое. Прошло 28 лет, но ничего не меняется. Почему? Потому что силовики, большая часть из них, это люди, прошедшие горячие точки, у которых есть склонность к варварству, к жестокости, деспотизм. Хищение, вот студенты говорят, что у них похищали, к примеру, вещи, да? Я абсолютно верю этому. Почему? Потому что то же самое делали и те же силовики, которые задерживали наших студентов в Белгородской области. Я не в качестве студента был, но я раз-два попадал под те же, так сказать, рейдовые мероприятия. Те же самые силовики остались, те же ихние замашки. Это кража вещей, мелкое пижонство вот это вот. Лучшие из них, когда вот после суток ареста или продержания ночи спецприемники, когда вот нас выпускали и студентов выпускали, в лучшем случае самые порядочные из них говорили так: подари, то есть очки или там зажигалка, там брелок от ключей от машины или что-то такое. То есть вот это все вот не искоренилось, оно все осталось в России, оно есть. Его невозможно искоренить. Для этого должно вырасти 3 новых поколения, совершенно новые модели русских, которые изменят всю Россию. Но, к сожалению, навряд ли и наверняка это все произойдет. Читаем дальше текст, что происходит. Последствия визита Росгвардии в комнаты кавказским студентам в Москве 17 декабря 2018 года. Хашиева за ноги выволокли в комнату к первым троим и начали избивать резиновым молотком. Вы представляете, это зверство — избивать резиновым молотком. То есть росгвардейцы резиновый молоток. Я понимаю, резиновая дубинка, но откуда резиновый молоток? Это и все сходится к тому варварству. Это набор силовиков, которые несколько лет назад, когда начался набор в Росгвардию, я вам хочу сказать, я мониторил это дело, смотрел и знал. Росгвардия, часть Росгвардии состоит из бывших скинхедов, то есть русских националистов, которые удобно и компактно располагались на территории Москвы и Санкт-Петербурга с учебными тренировочными лагерями, которых крышевали высокопоставленные лица, находящиеся в Кремле. То есть состав именно вот этот вот. Бывшие контрактники и бывшие скинхеды. Поэтому вот когда я слышу, избивали молотком, украли что-то, для меня это абсолютно не новость. Почему? Потому что Росгвардия, определенная часть из них, я не скажу все, там есть и порядочные люди, офицеры. И не буду особо подчеркивать, что русские, но раз средства массовой информации, государственные средства массовой информации себе позволяют сказать лица кавказской национальности, кавказские бандиты, ингушские бандиты или чеченские бандиты, я имею полное право сказать русские скинхеды. Почему бы и нет? Так что око за око, зуб за зуб. Далее что происходит? Которым клали плитку, молоток, которым клали плитку, это подчеркивается. Любой вопрос, неважно как они ответят, они ударяли их этим молотком по голове. Ислама развернули лицом вниз, положили кофту на лицо и начали избивать по голове, рассказывает студент. Спортсменов избивали сотрудники с позывным «Боец». Один из ударов бойца пришелся в пол, потому что Мухаммад Хашиев, будучи боксером, сумел увернуться, после чего в сопровождении мата силовиками стали его избивать довольно жестче и сильнее. Итак, травка, деньги, 2 ствола, якобы. Российские федеральные издания со ссылкой на представителей силовых структур сообщили, что у задержанных якобы изъяли травматические оружия и наркотические средства. Ну, это понятная картина.
наркотические средства. Травматы, да, травматы были. Травматические пистолеты действительно у нас были, говорит Беслан. У Моусера, у меня, как и законно полученные разрешения на ношение этого оружия, рассказывает студент. Только они находились в сейфе, откуда предварительно силовики их достали, а далее сделали снимки для прессы. Из сейфа Беслана силовики достали помимо травмата еще и 25 тысяч рублей. То есть мародеры, бывшие мародеры, которые были в горячих точках. То есть склонность к мародерству, а и вообще мародерство. Как люди, представляющие закон, могут воровать студенческие деньги, которые бережно положил в карман один из силовиков. Беслан свои деньги больше не видел. Спецоперацию проводили представители ФСБ, МВД и ОМОНа, сообщают студенты. На вопросы, за что и почему, никто не отвечал. До 8:30 студенты пролежали на полу общежития, после чего их развезли по 3 райотделам полиции: ОВД Зюзина, Черемушкинский и Обручевский ОВД. Некоторые студенты даже не смогли одеться и простояли на морозе без верхней одежды. Студентов из Ингушетии, продолжение статьи, избивали резиновыми молотками. Я буду подчеркивать это каждый раз. В общежитии у студентов выломаны двери в комнаты, перевернута вся мебель. Всю нашу мебель, комментирует студент, они перевернули и сломали. Там даже спать негде. У нас забрали $115, 10 евро. У меня забрали часы. Кого не спроси, всех ограбили. Всех избили. У многих изъяли телефоны. У одного даже боксерские перчатки украли. Это комментирует очевидец, пострадавший студент в войнах. Когда нас спустили в автобусы, там были только ингуши и чеченцы, более никого. Подъехали представители полпредства, подняли панику, мол, почему именно ингушей задержали, ингушей и чеченцев. Только из-за этого они для видимости вывели около 4 представителей Таджикистана и несколько афроамериканцев. У последних при обыске афроамериканцев, я не удивлюсь, они все сидят на наркотиках в основном, обнаружили наркотики. Для СМИ они заявили, что эти наркотики они обнаружили у ингушей, рассказывает Илес. Последствия визита Росгвардии в комнаты к кавказским студентам в Москве 17 декабря 2018 года. Беспредел силовиков. На озвученные в средствах массовой информации обвинения представителей вуза о том, что ингушские студенты якобы установили свои порядки в общежитии, Илес опровергает этот факт и говорит, что это искажение самих фактов. В этом общежитии нет никаких своих законов и правил у ингушей. Бывает, что пьяные девушки включают музыку, танцуют, мешают заснуть, и когда мы стучимся к ним в дверь и говорим, чтобы они успокоились и легли спать, они на следующий день идут жаловаться, что к ним вломились, угрожали, заключил студент. Ясная картина, действительно такое происходит. То есть эти девушки знают прекрасно, если они заявят на кавказцев, правду или неправду, то в любом случае, то есть непревзятое отношение к кавказцам, чеченцам, ингушам, им обязательно поверят. И вот в таком вот случае вот они вот и поступают именно вот так вот. Дальше. ВУЗ рапортовался о том, что к ингушским студентам действительно ранее не было никаких претензий, подтверждает в комментарии для средств массовых информации независимых и руководитель молодежного крыла Российского конгресса народов Кавказа Магомед Катиев. Во время моей работы заместителем постпредства Ингушетии я занимался вопросами молодежи. И не припомню, что с этого вуза были бы какие-то жалобы. Каких-то серьезных проблем с этим вузом не возникало. В Конгресс обычно доходят вопросы глобальные, локальные, бытовые конфликты, могут обойтись и стороной. Но и здесь таких проблем с этим вузом связано не было, рассказал Катиев, отметив также, что информации о спецоперации в этот день в других вузах не было.
Катиев задает личный вопрос. Если все задержанные после такой спецоперации с громкими заявлениями, почему они были отпущены на свободу? Не говорит ли это о том, о имеющихся по факту превышения полномочий силовиков? Непосредственно есть не превышение, а есть шовинизм. Явный шовинизм, проявленный силовиками. Он просто, его просто можно вот по словам студентов, по словам потерпевших его определить, это шовинизм, это нетерпимость, это превышение полномочий, это одно, они это делают с удовольствием, с огоньком. Задержание некоторых называют, некоторые называют профилактическим мероприятием, некоторые ответом на конфликт, якобы произошедший между ингушами и таджиками соседнего вуза. Но если таков конфликт и был, то нужно было задержать фигурантов этого дела, а не всех подряд. На причастных завести дела. Если конфликт, как утверждается, был между студентами-ингушами из РГГРУ и таджикскими студентами из Рудна, и его зачинщиками были якобы ингуши, то почему он произошел на территории Рудна? Кто к кому пришел выяснять отношения, говорит Катиев. И в конце концов непонятно, почему всех в итоге выпустили, раз они настолько виновны и их так оговорили. Виновных разве не следует задержать? Это вопрос. И больше всего меня беспокоит, почему задержание было с применением насилия, заявил Катиев. Некоторые издания со ссылкой на представителей ректора вуза сообщают о том, что профилактическое мероприятие силовиков было воспринято в университете с одобрением. Не удивляюсь, на ура. Также и действовали силовики. Мол, давно пора. Ох, насколько мне знакомо вот это вот слово. Давно пора, едьте домой, Россия для русских, Москва для москвичей и так далее. Едьте домой, вы здесь не нужны. При этом другие издания сообщают, что руководство вуза направило в МВД запрос требования разъяснить причины проведения спецопераций и задержания студентов. Далее, что происходит на следующий день, сразу же. В начале своего текста я сказал, обратить особое внимание тех ингушей и чеченцев, которые пытаются и хотят внести раздор между войнахами. Обратите внимание, что происходит, почему я это сказал. На второй же день, на третий день московские полицейские утром 19 декабря наведались в общежитие на Альтуфьевском шоссе. В ходе своего рейда силовики задержали около 60 уроженцев Чечни. То есть вчера ингуши, сегодня чеченцы. Все они доставлены в ОММВД Лианозову. Задержанная Мадина смогла дозвониться до корреспондента независимого СМИ, где она рассказала, что у всех задержанных снимают отпечатки пальцев и берут объяснения по поводу проживания в Москве. Задержание чеченцев, что это такое? Никому из нас не были разъяснены причины задержания, отметила женщина. По состоянию на 15 часов, это 19 декабря, только 3 человека были отпущены на свободу. В ОМВД Лианозова, куда обратился корреспондент независимых СМИ, отказали комментировать массовое задержание уроженцев Чечни. Средства массовой информации, такие как Москва-24, я лично сам видел видеоролик, где они интерпретировали это событие как хотели. То есть вот это подтверждение к тому. К слову, речь идет не о студентах. В указанном общежитии проживают люди с достатком ниже среднего. Они работают на стройках и на рынках. Кавказцы платят за место 200 рублей в сутки. Мол, якобы студенты предоставляют какие-то места в общежитии для кавказцев, которые приехали работать в Москву. То же самое я слышал по Москва-24, это государственный телеканал или полугосударственный, неважно, где они говорили уже по 2000 рублей. То есть заврались исключительно.
На этом я закончу и хочу вам сказать, в единстве наша сила. Ассаламу алейкум.